Около 8 тонн груза возле спортивного клуба и благотворительного фонда Ади Ахмад готовится к отправке по медучреждениям республики. Медицинские маски, одноразовые костюмы защиты, очки, бахилы и перчатки на сумму 15 миллионов рублей уже готовы принять врачи 12 больниц. Первым помощь получила Сунжинская ЦРБ. Всего у них на данный момент 58 зараженных. За все время карантина погибло 7 человек. Если раньше в больницу ежедневно поступало от 7 до 11 человек, то сейчас эта цифра снизилась в 3 раза. Оказанной помощи здесь, конечно, были рады. Можно сказать, сегодня самая большая партия средств индивидуальной защиты за все время мы получаем. Это, конечно, большое подспорье для нашей работы. Необходимости в этих средствах есть каждый день, потому что мы работаем непосредственно в красной зоне, непосредственно с больными с COVID-19. Поэтому ежедневно десятки людей заходят в эти отделения и работают с этими людьми. В общей сложности в Сунжинскую больницу доставили 1000 пар бахил, 135 штук защитных масок, 2000 одноразовых костюмов и 10 тысяч перчаток. Следующим пунктом стала детская республиканская клиническая больница. Всех детей, зараженных коронавирусом, переводят именно сюда. Всего по республике было зарегистрировано 70 несовершеннолетних больных ковидом. Больше половины из них уже выздоровело. К счастью, смертельных исходов пока нет. Любая помощь, которая оказывается лечебным учреждениям, что бы это ни было, я считаю, это достойно уважения. Общее дело, единая страна, единая забота. Под таким слоганом проходит эта акция. Елена и Геннадий Тимченко через свой фонд направляют помощь по всей России. Ингушетии поддержка была оказана не впервой. За все время карантина это уже 3-й груз медицинских принадлежностей от Тимченко и Ади Ахмад. Два фонда уже год как тесно сотрудничают, устраивают международные турниры по шахматам. В этом году было принято решение по инициативе Ивана Крамника, ведущего гроссмейстера России, было принято решение о проведении онлайн-турнира шахматного. Все средства, которые было решено направить на борьбу с пандемией. В рамках этого турнира, в этом турнире в том числе участвовал ингушский гроссмейстер Эрнесто Инаркиев. Призовой фонд турнира составил 25 миллионов рублей. В этот призовой фонд в том числе Алихан Хатсиев перечислил свою месячную заработную плату. Активную помощь обратно же этому проведению турнира оказал фонд Елены Геннадия Тимченко. Алихан Анатольевич Хатсиев оказал активную помощь. Федерация шахмат России в лице исполнительного директора Марка Глуховского, руководителя Федерации шахмат, это Филатов Андрей Васильевич. Небезразличные люди, которые делали все, чтобы турнир состоялся, чтобы он был интересен. И вот свою часть призового фонда Эрнест Инаркиев направил в том числе на приобретение и направление сюда нам медицинского защитного снаряжения в Ингушетию, в Дагестан в том числе он направил. Средства индивидуальной защиты передавали сегодня по адресным медучреждениям. Такое решение было принято фондами для мобильной доставки. Списки были составлены Минздравом республики. Это не крайняя акция, уже планируется следующая. Фонд Геннадия и Елены Тимченко при поддержке Хатсиева Алихана хотят оказать помощь в размере 5 миллионов рублей нашим нуждающимся населению, которое в связи с эпидемией осталось в какое-то время без работы и без каких-то материальных средств. Также вместе с защитной экипировкой были розданы и 4000 экземпляров книг Исыка Стоева «Преступление без наказания», изданных при поддержке Алихана Харсиева. Адам Гулоев, Ахмед Гандаров, Новости 24.